Дорогие братья, сегодня у нас тема намаз. Когда уже мы начинаем говорить про намаз, уже мы должны понять, это серьезная вещь. Потому что мы знаем, начало ислама это намаз. После как стал мусульманином, намаз. Аман акамаха, факад акама дин. Кто будет намаз вовремя, как положено, встает, тот он, получается, устаивал дин. Аман хадамаха, у кого намаз разрушенный, факад хадама дин, он свою религию испортил. Сколько он хадж не совершал, ураза не держал, четки не держал, в руке салават читал, если намаз у него испорченный, после него еще хуже и хуже. Аллах нигде не сказал, пускай будет джаханнам, когда про грешников, кроме как намазы. Фавайлюл лил мусаллин. Имя взял. Пусть будет джаханнам тем людям, которые совершают намаз, алладина ан салатихим, которые те описывают. Намаз не вовремя делают. Аллах им сказал, пускай будет ад. Не сказал Аллаху Та'ала тем людям, которые не совершают намаз. И так ясно, кто не совершает намаз, где будет. А кто намаз делает, хоть не вовремя, он думает, прямо рай зайдет. Нет, кто намаз вовремя не делает, ему это ад грозит. Если не покаяться, не исправить эту ошибку. И Аллах описывает в другом аяте. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Когда про лицемеров говорит Аллах, они когда встают на намаз, они тяжело, лень у них появляется. Вот так встают на намаз, говорит. А как будут те люди, которые не встают вообще, спят, пока солнце не восходит? Ты, когда на намаз встаешь, бодро должен вставать. С желаниями, большими удовольствием, что ты идешь след Аллаха. И асхаби, ради Аллаху анхум, после как услышали эти аяты, хадисы, когда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, самый тяжелый намаз для лицемеров, это утренний намаз джамааты. Они после этого старались, держались за двух сподвижников, в мечеть ходили, говорит. Слепой человек пришел к пророку, алейхиссалам, говорит, я Расул-Аллах, есть ли меня там добро, разрешение, дома молиться, я слепой, и нету, кто может меня проводить до мечети, говорит. Нету сын, детей нету. Такой слепой человек даже пришел, как наше состояние. И пророк, алейхиссалату вассалам, милосерднейший. Он говорит, да, тебе можно, говорит, дома совершай, раз нету у тебя, кто может проводить. Потом обратно позвал его и говорит, ты слышишь азан, говорит. Ну, там мечеть на расстоянии, где слышно. Он говорит, слышу, говорит. Тогда совершай намаз, где зовет, говорит, Аллах, туда иди, говорит. Хайя аля салах. Кто это зовет? Это не имам, это призыв от Аллаха. Идемте на намаз, а ты идемте к шайтану. Спать еще дальше продолжать. Кому ты отвечаешь? Времени сподвижнику не было таких мечетей. Не было такие ровные дороги. Они жаловались, некоторые, у нас дорога там, хищные, может, звери. Вот, повайся на Аллах и иди, говорю, на намаз. Сейчас ярко светит везде. Машины есть удобнее. Дома удобство есть, нам омывание делать, купаться, постель хороший, теплый дом. Сахабы это же не было, на ветках мечеть был у них. Иногда дождь пошел, на глине сужда делали. Старый, не старый, нет. Ветер. Пророк, алейхиссалату вассалам, сам не оставлял намаз. А что мы? У нас больше, что ли, хороших деяний, чем пророк? Он ни разу не оставлял намаз. Чтобы намаз оставлять, нету такой, джамаат оставлять. Аллах, ты на машине Каспийский едешь или в Манас едешь. Ты всегда должен ориентироваться, где я намаз успею. Машина же твоя. Если на вахте, понимаю, чтобы джамаат, не обязательно там с вахты спускаться. Но если твоя машина, а если хоть ты на вахте, если время намаза выходит, ты обязан, если у тебя живот болит, ты найдешь причину спускаться. И ты должен сказать шоферу, эй, дорогой человек, мы мусульмане, остановись. Если не остановишься, сам спускайся. Потому что сахаби, ради Аллаху анхум, даже войны намаз не оставляли. Если время намаза выходит, слезь. В исламе нету такой тяжелой трудности, чтобы обязывать человека, где не силах он. Человек, например, на поезде, он же поезд не будет остановить. Там можно намаз делать как сафари, мы это все знаем, сафари. Если он больной, пускай лежа делает, говорит. Если он на войне, пускай там есть свой путь, как это делать намаз. Но намаз оставлять, даже в войне нельзя. Как тебе можно будет, ты спишь спокойно в таком доме, уютном доме и намаз оставляешь.
Если пророк, алейхиссалату вассалам, придет домой и посмотрит: эй, брат, Ахмад, Мухаммад, молодец, машаллах, Аллах тебе такой неамат дал, вот спасибо за эту благодарность, мы вот подвижники из-за тебя, вот они кровь, имущество, все расстались с семьями, чтобы довести до тебя ислам. Молодец, такой благодарность скажет. А сахаби все давали, чтобы довести до нас ислам. А где наша благодарность? Мечеть уютный, лучше, чем некоторых мечеть у нас, можно лучше, чем многих. Мечеть лучше и красиво, Аллахи. Посиди в мечети, дом Аллаха, посмотри, ощущай это утренний баракат. За каждый шаг будет как награда. Пророк, алейхиссалам, настолько старался, чтобы ты в мечеть ходил и говорил такие награды, за каждый шаг. Будет сниматься грехи и поднимать даража. Сахаби, были сахаби, ради Аллаху, сами издалека, которые приходят на далеком расстоянии. Ему когда говорили: хоть осла купил бы, говорит, на дорогу купить. Он говорит: как, зачем мне осел? Я хочу награду получить сам за каждый шаг. И каждый намаз вовремя он успевал, говорит. Когда человек утром рано ходит, Аллахи, темнота, тишина, все спят. Друзья шайтана, ихвана шаятин, Аллахи, называем, хоть я, хоть другой. Тот человек, который он спит, он ихван шайтан, брат шайтана. Ему нету добрый день, не бывает. Аллахи, это ему худший день. Какой ему добрый день? Утром, когда наступает. Он должен этот день, Аллахи, плакать должен. Как он может радоваться, смеяться? Вот такой грех большой совершил. Намаз оставил, не вовремя совершил. Он сердце должен печалиться за это. Хорошо, мы поняли. Это признак лицемерия. И нет причины у нас перед пророком и Аллахом отвечать. Что мы должны делать? Как сахаби, они друг другу слово давали вот так. Бисмилля, руку брали. Если я еще такое нарушение сделаю, я буду кафарат делать. Верблюд или лошадь. Я сейчас не говорю, кто такой большой кафарат. Делайте для себя. Вот сегодня я у всех договор взял. Кто согласен, в следующей неделе он ответит. Поднимет руку. Чтобы очистить себя за свой грех, который он совершал в тот день, делайте себе договор. Мне не обязательно давать. Вот сам себе. Когда сам себе человек договор дает перед Аллахом, он уже обязан будет. Как мужчине. Мы знаем, конечно, это то, что я говорю сейчас, это не выкуп за это грех. Нет, Аллахи. Выкуп за это грех надо искреннее покаяние. Это как час для очищения. Как порошок для стиральной машины, когда наливаешь, она порошок же не чистит вся одежда, вода чистит. Ну, она надо добавлять. Вот так. Я на себе взял, в первую очередь, договор здесь, перед всеми. 40 дней, есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам, кто 40 дней утренний намаз совершает в мечети, Аллах ему это иман сладость, он почувствует. И он сам будет дальше продолжать. На 40 дней даем договор. В следующий джума буду спросить, кто дал этот договор, кто не дал. Поднимите руку, иншаллах. Я даю слово Мухаммад Мухсин себе, если я без уважительной причины, которые шариат дает добрым, сафар или очень больный, без уважительной причины, если утренний намаз в джамаате не присутствую, я 1000 рублей себе сделал. Кому-то 1000 рублей мелочи, как семечки, там 100 тысяч, 200 тысяч получает. Каждый свое состояние. Кому-то 300 рублей тоже очень дорого. Он поставьте для себя. И для начала на 40 дней. И 100 рублей кто не может. Когда у вас голова болит, вы в аптеку бежите, там, берете таблетку, лекарство, лечит голову. Там 700-800 рублей, смотря какая болезнь. Чтобы лечить эту болезнь. Ты этот день больной человек. Вот ты этот день кафарат делай себе. Аллах говорит пророку, алейхиссалату вассалам, ты у них бери садака, говорит. Садака их очищает. Говорит. Вот это то, что ты даешь, это не зря. Это садака, чтобы очистить себя. Понимаете? Вы очищаете себя. Аллах вам помогает этим. Кто может из вас сказать такое слово? Можете кто-нибудь? Вот один, бисмилля, Аллаху акбар. 2, Аллаху акбар. 3, 4, Джамулат, ты уже дал. 5. Оцену сами ставьте. Кому? Аллах говорит, «Лан таналул бирра хатта тунфику». Есть такой. Вы не достигнете хороших наград, ступень, пока вы не расходите то, что вы любите, говорит. Когда то, что любишь, или тяжело тебе что-то делаешь, она тебя заставляет вставать рано. Аллах, на машине иди на машине. Это же баракат. Если тебе хлеб нужен, молоко нужен, ты же утром встаешь. Вот разница, смотри, вот шайтан как играет. Смотри, как шайтан играет над нами, издевается всю жизнь. 5 часов утренний намаз. Он спит. 6 часов на вахту уже спокойно встает. Именно этот час, где Аллах баракат и довольство Аллаха, и все в нем, шайтан тебя убивает, издевается. Именно этот час. Мы уже пора же понять это даже. Ну сколько можно? 20, 30 лет, 40 лет, ну сколько можно?
Как этом хабаре я рассказал сегодня, один человек вот так каялся, один день открыл Коран, ничего не видит. Болел, коротко рассказал эту историю, он болел сильно, один человек. Мечеть хотя ходил, он лицемерие у него было, ради показухи. Мы здесь ради показухи не делаем. Это мы объяснили почему. Болел этот человек, потом взял Коран, вышел на двор и попросил Аллаха прощения, Аллах его вылечил, стал здоровый. Потом обратно Аллах договор дает, что он не будет грешить, опять грешит. Когда он третий раз и вышел на двор, и открыл Коран, чтобы читать и просить Аллаха, смотрит, ничего не видно. Один харф не видит. Вот Аллах его. И потом это время мне такой голос пришло, говорит, когда ты здоров, машаллах, грешишь, когда болеешь, опять вспоминаешь Аллах. Тот человек, который, Аллах, я многих видел, который болеет, уже дома, у него Коран поставил, говорит, у них не было, вот недавно одного знаю, не было у них исламский Коран, канал не было у них вообще. И когда он болеет сильно, сынок, убери, да, вот это футбол, это артист, убери, Коран поставил. Человек, когда болеет, это Аллах не послание, чтобы он очнулся. Мы же не должны ждать, пока то время придет. Нам тоже. Никто не знает, Аллахи, кому когда придет. Судный день это какой день? Не обязательно тот день. Судный день, когда Аллах печать поставит на свое сердце. Есть такая вещь, когда человек одно и то же продолжает грешить, Аллах печать поставит. Все. Хоть ты не умер, ты умер уже. Все, ты несчастливый человек. Как мы историю рассказываем об Илляхе, уже не способен аят про него, уже он все, обитатель ада. Аллах, когда человек продолжает, он вот так Аллах печать ставит. Поэтому я говорю, я вам гарантию даю, Аллахи, кто себе вот 1000 рублей поставил, он на утренний намаз встанет, иншаллах. Может один день пропустить или даже не пропустить. Есть у меня джамаат в WhatsApp группе есть, друзья, близкие, я сделал такой. Они говорят, Аллахи, которые никогда в жизни на утренний намаз не стали. Аллахи, благодарят и баракат чувствуем, говорит. Такой баракат, радостный целый день, говорит. Не только утренний намаз, говорит, ночью 2 раза, 3 раза встаю, говорит, смотрю, сейчас не наступило утренний намаз, говорит. Человек, когда он на это ориентируется, автоматически Аллах, что говорит Аллах? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Кто старается, Аллах говорит, чтобы идти на истинный путь, на правильный путь, я его наставлю, говорит Аллах. Аллах помогает. Хочет от тебя просто хочет намерение есть искренний. Аллах вовремя тоже сами лежит спать, 10 часов спать ложится. Такой, Аллахи, я сам тоже знаю, братья. 9:30, 10 часов, когда лежишь, спишь, иногда просыпаешься от 12, думаешь, наверное, утро уже 7. Настолько сон баракатный это время. Аллах создал человека, он лучше знает для него, что лучше. Наука доказала, те люди, которые вовремя не спят, поздно ночью, они стареют, их нервы болят, говорят. Эта ночь у человека есть какая-то там организм есть, она когда темнеет, она уже спит, говорит. Когда темнеет, наука доказывает. Хоть поэтому даже дома светильник для детей, для себя не оставляйте. Это пока светильник горит, хоть глаза закрыты и чувствует, говорит, этот свет. И она не спит, говорит. Когда твой сон не совпадает с ним, вот это уже нарушение организма идет. 9-10 часов. 9:30 начинается она. До утреннего намаза, час до утреннего намаза, она сама автоматически. Машаллах. До утреннего намаза час раньше она пробуждается. Смотри, Аллах повелел нам до утреннего намаза вставать и ибадат делать. Почему? Аллах это все лучше знает, Он создал же. Аллахи, такое ощущение будет, иншаллах, вы будете благодарны Аллаху и благодарны своим братьям. Делайте между собой, друзьями, группу делайте ради Аллаха. У нас все группы есть. Братья в исламе, братья ради Аллаха, братья. Ну какой братья есть друг друга? Нету поддержки. Делайте между маленьким кругом. И собирайтесь вместе один раз этими. Аллах, у вас такой баракат будет между друзьями. Знакомые бывают, баракат, общение бывает. На утренний намаз я так сделал, вот так, я так сделал. Каждой группе, каждый человек, он мечеть с ним фотку делает, и номер есть у него, там 20 или 30 номер брата этого. Номер ставит и фотку делает, он мечеть. Его видит, и другие видят, все стали, только один. Потом утро наступает, солнце как выходит, там кафарат, Ахмад, кафарат просто пишет. Номер 1, кафарат, опоздал. Он следующий день, как штык встает, чтобы его имя там в группе не вышло. А студный день, ты хочешь, чтобы твое имя было? Не хочешь. Лучше здесь научи себя, чтобы там не стыдно было. Дай Аллах нам и нашим женам, не только мужчинам это. Женам дома, мужчины мечети. Кто-то говорит, что я ради показываю группу, там кому-то отправил. Нет, я дома молюсь, говорит. Тогда дома молись, джамаат идешь, там тоже видят тебя люди. Это поддержка друг другу в хороших деяниях.
Это не показуха. Аллахи, это от шайтана мысли. Тогда джама надо ходить, там тоже видят теорию. Дома молись. Это оправдание от шайтана, от слабоверных людей. Если он сам может себе такой договор делать, ему самому интересно. Нет, я говорю, Аллахи, джамаатам лучше. Придерживайтесь, делайте, алхамдулилля, Аллах дал шанс группы делать WhatsApp. Делайте группа намаз. Аллах даже пророку говорит, куну ма'ас-садикин, будьте справедливыми людьми, говорит. Когда видишь, как ты, они стали, они там мечеть снимают, фотку делают, вау, такой джамаат котру, а там малигина, в другом мечети. Машаллах, раз все стали, почему я сплю? Бодрость появляется. Иншаллах, думаю, это хорошая идея, дай Аллах нам баракат. А если дома есть джамаат, можно оставлять этим? То есть ты уйдешь и женой там оставишь? Женой, детьми, это джамаат не для мужчин. Жена, пускай мальчик дома маленький, который не обязан намаз, пускай он делает впереди. Или жена, если девушка, пускай жена имеет право делать намаз. Пророк, алейхиссалату вассалам, одну вещь сказал, я хотел бы, говорит, чтобы установить на джамаат, да, намаз. И пойти посмотреть по домам этим мусульманам, их дома сжечь. Настолько это гневало пророка, алейхиссалату вассалам, те люди, которые дома совершают намаз. Понятно же? Такой шанс, то, что я вам предлагаю вот сейчас, когда вы сразу не делаете, еще на 10 лет отложится. Дайте слово сами себе. Аллахи, вам лучше будет. В первую очередь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب